Уважаемый президент Рахмон, уважаемые коллеги, хочу искренне поблагодарить Таджикистан, председательствующую страну, за прекрасную организацию и гостеприимство. Созыв совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии был важной инициативой первого президента Казахстана Назарбаева. На протяжении 27 лет с момента своего создания СВМДА посвящает себя укреплению доверия и взаимодействия и вносит в себя позитивный вклад в содействие миру и развитию в Азии. На Шанхайском саммите СВМДА я выступил с инициативой предварять в жизни новую концепцию общее, комплексное, кооперативное безопасности. И выработать политику безопасности и развития, отвечающей спецификам Азии и нашим общим интересам, что нашло активный отклик. За последние 5 лет стороны оказали китайской стране огромную поддержку. Два срока председательства и продолжает ее оказывать председательствующему Таджикистану, непрерывно увеличивается между сторонами председательствующим Таджикистана непрерывно увеличивается между сторонами взаимопонимания, активизируется сотрудничество и при общих начался новый этап развития совещания. Китайская сторона готова с другими сторонами всемирно поддерживать работу председательствующего Таджикистана и укреплять полномасштабное сотрудничество и вывести процесс СМДА на новую высоту. Китайская сторона проведет у себя форум директоров военных вузов стран-участниц и ряд мероприятий. Коллеги, в 2012 году я выступил с инициативой о создании сообщества Единой судьбы Азии, обозначил общую цель открытия светлого будущего на нашем континенте. В новых условиях необходимо следовать намеченным целям, делиться друг с другом уникальными возможностями и общими усилиями, реагировать на вызовы, рука об руку, создать новую обстановку безопасности и развития. 几年来，亚洲国家在迈向命运共同体过程中，增强了合作意识，丰富了合作实践，积累了合作经验。 И тоже накопили опыт в новых обстановках. Нам необходимо следовать намеченным целям и делиться друг с другом уникальными возможностями и общими усилиями реагировать на вызовы, рука об руку, создать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважительной и взаимодоверительной Азии – это наше общее чаяние. Важно придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность каждой страны, самостоятельно выбранный политический строй и путь развития. Следует отказываться от игры с нулевой суммой и протекционизма, наращивать политические контакты, укреплять политические взаимодоверие в интересах расширения стратегического взаимопонимания. Построение безопасной и стабильной Азии – это наша общая цель. Важно продолжать претворять в жизни новую концепцию общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности. Выступать решительно сторонником диалога вместо конфронтации, партнерства вместо присоединения к блокам, адекватно реагировать на различные проблемы в сфере традиционной и нетрадиционной безопасности. В особенности в борьбе против терроризма во всех формах.
с прицелом на применение эффективных превентивных мер, чтобы в корне предотвратить возникновение волны экстремистских идей. Необходимо изыскивать путь к созданию архитектуры региональной безопасности с учетом особенностей азиатского континента и реальными потребностями всех стран во имя общей и неделимой безопасности. И развитие — это ключ к разрешению всех проблем. Нам необходимо продолжать активизировать упрощение и инвестиции. Необходимо реализовать те договоренности, достигнутые в ходе апреля, состоявшегося в апреле второго форума «Один пояс, один путь», чтобы задействовать всемирные взаимосвязанности в целях его высококачественной реализации «Один пояс, один путь». Построение открытой и толерантной Азии — это наше общее стремление. И только открытость ведет нашу дорогу все шире и широкий, а замкнутость приведет лишь к отсталости. Нам необходимо осуществить итоги Майской конференции по диалогу между цивилизациями Азии, утвердить концепцию цивилизации в духе равенства, взаимообогащения, диалога и толерантности, чтобы многообразие цивилизации преобладало над превосходством отдельной цивилизации, гармоничное сосуществование над конфликтами цивилизации и взаимообмен над отчужденностью, а процветание и совместное развитие над стереотипами. Построение кооперационной и инновационной Азии — наши общие потребности. Инновация — это важным стимулом к прогрессу. Нам необходимо превращать эти концепции на реальные шаги и укреплять инновацию во всех сферах. И тоже, чтобы постараться найти новый ответ для решения, где полезны, устранить разные болезненные для наших вопросов, и чтобы преодолеть все трудности в Азии. Уважаемые коллеги, неуклонно развивает добрососедские дружественные отношения со странами Азии. Китай принимает активное участие в создании многосторонних институтов в области безопасности и развития, в том числе СВМДА, ШОС, Азиатский банк инфраструктурной инвестиции. А также мы поддерживаем конструктивную роль АСЕАН, СААРК, ЛАК и их важный вклад в обеспечение стабильности и процветания в Азии. Как член большой азиатской семьи и ответственная крупная страна, Китай продолжит вносить свой вклад в поддержание глобального мира, продвижение мирового развития, а также защиту мирового порядка во имя формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. Во-первых, мы будем решительно идти по пути мирного развития, никогда не будем гоняться за собственной выгодой в ущерб интересам других. Китай будет продолжать укреплять дружественные взаимодействия с разными странами на основе 5 принципов мирного сосуществования, продвигать мирное урегулирование территориальных и морских споров с соответствующими странами, выступать за разрешение проблемы в горячих точках региона путем диалога и консолидации. Во-вторых, мы будем отстаивать принцип открытости и всеобщего выигрыша, делиться возможностями развития со всеми странами. Китай готов со всеми странами использовать платформу международного сотрудничества «Один пояс, один путь», придать неисчерпаемый толчок совместному развитию. В этом году в Китае будет проводиться вторая международная импортная выставка, призванная создать еще больше благоприятные условия для продвижения другими странами своих товаров на китайском рынке. В-третьих, мы привержены многосторонности и защищаем миропорядок, основанный на международном праве. Китай готов вместе со всеми заинтересованными странами руководствоваться концепцией глобального управления
на принципах совместной консолидации, совместной реализации и совместного использования, решительно защищать международную систему, в основе стоит ООН, и многостороннюю торговую систему, в которой ведущей роли принадлежат вопросы ВТО. Необходимо урегулировать возникшиеся вопросы в торговых связях должным образом, в духе взаимоуважения, путем равноправного диалога и консолидации на основе принципов международных отношений и правил многосторонней торговли, взамен претензию на протекционизм и подход односторонности. Позиция Китая нацелена не только на обеспечение законных прав, развития всех стран, но и отстаивание международного равенства и справедливости. Уважаемые коллеги, великий таджикский поэт Рудаки так писал: «К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется грубец». Мы готовы вместе с партнерами приложить неустанные усилия к миру, стабильности и процветанию, чтобы открыть прекрасное будущее Азии и всего мира. Спасибо за внимание.